А можно вот такой вот гипотетический вопрос? То есть получается, ну, предположим, даже вот как вы говорили, примеры атеистов, которые, ну, скажем так, праведные, ну, грубо говоря, да, которые там совершают хорошие дела, и верующие, которые совершают там, ну, плохие дела. Значит ли это, что вот этот самый добрый атеист, он все равно не попадет в рай? Как, вот просто не знаю, как это работает. Вопрос хороший. И апостол Павел, опять же, отвечает на этот вопрос так, что он называет их: язычники следуют закону, написанному на скрижалях их сердца. И другие слова Священного Писания такие: в дому, то есть в доме Отца моего обителей много. Они разные. Ну, посмотрите, сколько нас окружает звезд, планет. Там, я не знаю, можно расстелить все человечество по одному человеку, как этот маленький принц, на каждую планету. Мы знаем, что Господь будет судить их по законам их собственной совести и собственного сердца. Или как, опять же, евангельские случаи. Помните, он говорит про: она много любила, и ей поэтому много прощается. Он говорит: блудница, она много любила, ей прощается много. Поэтому мы верим, что у Господа для этих людей, которые, не зная Бога, чтили Его. А такой пример, опять же, есть в Священном Писании. Знаете, кого Бог называет, что он не знал меня, но чтил меня? Не поверите, персидского царя Кироса, Кира, что, говорит, был мой слуга, который служил мне, не зная, что служит мне. И такие случаи бывают. А те, которые на словах верующие, но ведут себя как неверующие, имеется в виду, нарушают те же законы, которых известно, но тут, естественно, участь там ни о каком Царстве Небесном речи не идет, и Священное Писание тут четко, однозначно об этом говорит. Как-то так.